988. Да, 0418. ТРЦ Москва сегодня закрыли раньше обычного, вместо 5 вечера в 14:30. Вот мы пообщались с некоторыми из работников, они сказали, что по громкой связи в торговом центре им объявили то, что сегодня рабочий день закончен, и всех попросили выйти якобы по техническим причинам. Ну вот вы можете сейчас посмотреть, что здесь работники не торопятся расходиться. Вся территория охвачена ОМОНом. Естественно, на территорию туда уже к торговому центру никого не пускают. Здесь очень много полиции. Вот можно, посмотрите, прям ОМОН стоит стеной. Очень много прессы, естественно, тоже, и никого не пускают на территорию. Но все же мы призываем к спокойствию, и потому что сейчас вся вот эта вот ситуация находится под контролем у полиции. Ну и все-таки нужно просто успокоиться. Вот это все происходит здесь после вчерашнего инцидента, после того, что случилось здесь вчера. Ну, к слову сказать, то, что работники... Нарушаем общественный порядок, расходим. Я еще раз повторяю, не нарушаем общественный порядок, расходимся. Я повторяю третий раз, не нарушаем общественный порядок, расходимся. Какие нарушения? Мы стоим, это мы не нарушаем. Я не уполномочен отвечать на вопрос. Слушай, я хочу сказать, что люди, которые стоят здесь, Для этого есть пресс-служба УВД. Я не могу ответить на ваши вопросы. Спасибо. Пушкин Ягунга Бьюсарбек, мы требуем, да, прокуратуры этого округа. Мы заявляем о том, что убили человека. Законным путем должны они наказаны судом. И больше ничего не требуем. Все. Сейчас никого не убили на самом деле. А? Никого не убили. Как не убили? По официальной Пусть нам информации докажет. МВД никого не убили. Пусть нам докажет, мы ведем. Здесь никто не будет. Здесь все законным путем хотим. Все, больше ничего не надо. Граждане, я прошу разойтись. Все собираются. Смотрите, вот у нас есть видео. Показываю всем. Подходим, смотрим. Все, спокойно. 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 Значит, это видео снимал официальный представитель посольства Таджикистана. Посол официально сегодня. Вот видео. Кто кричит? Тихо! Тихо! Кто старший, смотрите. Сегодня. Так делать можем? Можно. 2016
Утверждение 1990. Со мной все в порядке, жив-здоров. Что все в порядке, жив-здоров. Это официально нам показывает. Смотрите. Человеку. Вы смотрите. Одну минутку, как бы. Причина объясните все. Зачем вы это показываете? Ребят, что за балаган? Все взрослые люди собрались. Тихо, успокойтесь. Смотрите, доктор официально, да, вот многие из вас собрались, потому что вас позвал Караман Шарипов, да? Караман Шарипов, у вас же есть видеозапись. Он ночью ездил в больнице. Доктор сказал, следов побоев нет, ничего нет. Утром мне... Представитель, мы его признаем. Да, смотрите, дальше. Утром мне позвонил посол Сааторов, Имамудин Мирзоевич. Сказал, можно ли наш представитель приедет в больницу? Никаких проблем. Представитель официальной власти, да, Республики Таджикистан, приехал в больницу. И ему человек, который лежит в больнице, сказал, все хорошо, как еще? Я не был в больнице, да. Еще вопрос. Это... Вчера забрали 120 человек, автобус на Кузьминке отделение. Почему не пускаете их? Ответите. А это вопрос. Это вопрос к МВД. Да. Зачем вы меня спрашиваете? Это пускай потом. Значит, ребята, все знали, можно? Нет, смотри, я президент Федерации мигрантов России. То есть, вот, это как бы организация. То есть, если есть какие-то вопросы, я работаю с диаспорами, я работаю с посольствами. Нам, Да. по крайней мере, нужно те люди, которые незаконно поднимали руки на простых работяг, которые они платят патенты, работают, да, за такое основание, чтобы они не выдали их своим и успокоились. Это первый очередь, да? И вторых, 3 человека, которые были избиты, кто из них живой, кто из них не живой. И это вы один показывали. Все. А и здесь народ собрался, даем слово, и здесь никакой кипиш не будет. И здесь никакой кипиш не будет. Все будет законно соблюдать. Что мы хотим закон. Я понял. Хорошо. Да, скажите. Мы будем, вот здесь стоят, естественно, хором стоят, толпой не будем стоять. Так. Еще бы, на наш как бы вчерашний, не надо так, мы будем, вы покажите нам, те люди, которые были виновны, заберите их, мы все спокойно, мы ушли домой. Я понял, хорошо, смотрите, вот я приехал туда вчера в 9 вечера. Позвонили, сказали, вот есть такой конфликт, я приехал, уже в принципе никого не было, да, уже всех забрали. Основную массу людей, которых забрали, почти всех уже отпустили. То есть вы знаете прекрасно там, не да? всех отпустили. Не, почти всех, я же говорю почти. Ну, людей проверяют, вот такое большое количество, надо по базе пробить, вы понимаете прекрасно, как это работает. Дальше, вы говорите про 3 пострадавших. Мне вчера сказали про 1. Если есть еще 2, дайте мне фамилии, имена, мы будем разбираться. Кто эти люди, да? Давайте мы сделаем таким образом. Вот человек много рук сломали. Это вчера тоже было? Да, вот это, который парень больниц. Где он сейчас? Этот парень, где он? Они да бузорку микрофон. Вот тут же камеры, вот же журналисты. Где он сейчас? Я же говорю, хорошо, где он сейчас? Сейчас на больнице. Хотя народ, те люди, которые избили наших земляков, да, он не чуждо, потому что мы все земляки. Хотят они, народ, узнать, где они, где эти люди, пусть показывают. У вас фамилия, имена есть? Давайте, вот здесь все руководство. Имена найдите. Мы можем, да, с кем говорить? Не, вы понимаете, он имеет в виду тех, которые охранники якобы, да, избили. Он спрашивает охранников, где они сейчас, вот, на данный момент, где они находятся. А про парней, которые вот пострадали, мы их не знаем где. Один в больнице лежит, говорят. Вот тут один человек только что со мной разговаривал, я его не знаю, кто он такой. Он в обычной форме, да? То есть в гражданской форме. Он мне говорит, откуда ты знаешь, что лично его избили? Так, подожди, Александр. Прям уйдите. Ребят, видите этого человека?